Очень часто, натыкаясь на такие объекты, как металлический треножник или железобетонный куб в земле, многие не подозревают, что они имеют огромное оборонное и социально-экономическое значение. Государственная геодезическая сеть является национальным достоянием страны и представляет собой инженерную конструкцию, точку земной поверхности, установленную в целях распространения государственной системы координат. Будет нарушена геодезическая сеть, в принципе, система координат не будет работать. И все мы понимаем, да, что сейчас, тем более, век технологий, мы пользуемся все Яндекс-навигаторами, пользуемся. И вот это вот все будет, в принципе, нарушено. Хотя простые обыватели, конечно, не знают даже о том, что существуют эти пункты, и порой часто они бывают повреждены. Всего на территории Ингушетии расположены 80 пунктов геодезических сетей. Геодезический пункт представляет собой специальную инженерную конструкцию, состоящую из центра и наружного знака. Центры пунктов, заложенные в землю на определенную глубину, являются носителями координат. Наружный знак в виде металлической пирамиды или опознавательного символа служит визерным устройством. Пункты на крышах зданий имеют металлическую надстройку. Они также выглядят как вышки, и у них тоже есть своя охранная зона. Пункты ГГС используются при выполнении геодезических, картографических, кадастровых работ, при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Большинство пунктов создано за счет средств федерального бюджета и относятся к федеральной собственности. Управление Росреестра Ингушетии в рамках Госнадзора проводит мониторинг и обследование пунктов государственной геодезической сети. Если говорить об обследовании пунктов, учитывая практику прошлых лет, можно сказать, что сложность заключается в том, что они в основном лишены наружных знаков. Если нету наружного знака, в принципе, о том, что там есть где-то в грунте заложен центр с координатами, установить куда сложнее. Да? И также сложность заключается в том, что они расположены в труднодоступных местах. Это могут быть лесополоса, где могут быть и дикие звери, поэтому туда все-таки осуществлять выезд немного сложнее. Но несмотря на это, управлением все-таки работа по обследованию пунктов проводится достаточно успешно. В 2022 году было обследовано 37 пунктов ГГС. Из них действующих всего 9, остальные были уничтожены. Часто по причине неосведомленности жителей и юрлиц о наличии на земельном участке или здании геодезического пункта, либо по незнанию действующего закона об охране пунктов ГГС происходит их уничтожение или повреждение. Но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Статья 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает эту ответственность. Это административная ответственность, и в зависимости от того, кем было допущено нарушение, налагается штраф. Размеры зависят просто от того, физическое ли лицо, должностное или юридическое лицо. Согласно статье 42 Земельного кодекса, граждане обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. К этому призывают и в управлении. О фактах повреждения или уничтожения необходимо сообщить в Росреестр в течение 15 дней со дня обнаружения. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.